Во мне всегда присутствовала вера в Бога, за что я снова благодарю своих родителей. И Его присутствие Всевышнего я всегда чувствовала и чувствую. Я с годами научилась доверять Ему, потому что Он всегда знает, что хорошо для меня, как для человека, и что мне, и когда мне нужно. Расскажу несколько случаев из нашей жизни. Мы, то есть я и мой муж, собрались было, как обычно, в дорогу, на работу. И уезжая из дома, мы никогда не можем сказать, насколько долго мы уезжаем, потому что это всегда бывает по-разному. Но, как обычно, перед дорогой на работу я всегда молюсь. Но в этот раз, когда это было, мой муж торопился выехать из дома быстро, как только это возможно, чтобы успеть получить груз. И он, мой муж, торопил меня. И в итоге не дал мне возможности, времени помолиться. Как обычно я это делаю. В общем, тогда мне пришлось ограничиться короткой молитвой. И я тогда ему сказала, что, мол, 5 минут времени не так существенны, если даже он торопится для получения груза. И особенно, когда эти 5 минут очень важны для молитв. Мы уехали. И что вы думаете случилось? Через час колесо продырявилось, и мы встали. И мы не могли больше ехать. Пришлось звонить в компанию и так далее, и тому подобное. И в общем итоге мы, наверное, простояли часа 3 или 4, когда снова смогли продолжить путь. После этого он, мой муж, больше меня никогда не торопил. Следующий случай. Снова на работе. Дело было под вечер, и мой муж мог груз довести и выгрузить, но из-за проблем парковки он отказался это сделать. Вообще наша работа, вернее работа мужа, водителя грузовика, дальнобойщика, очень специфична. Очень много нюансов, много непредвиденных обстоятельств. В общем, нужно уметь лавировать. Так вот, все-таки, чтобы на следующий день не терять время, все-таки по моей просьбе он доставил груз вечером. Но опять же он нервничал и не хотел этого делать из-за парковки. Там, где мы были, была одна единственная остановка, которая из них не помню. То ли Travel Center of America, или же Pilot, или же Loves, я не помню сейчас. Да, впрочем, и это не важно. Потому что на этой остановке было ограниченное количество парковок для грузовиков. И тогда я ему сказала: успокойся и доверься Всевышнему, все будет хорошо. Trust him, everything will be alright. И что вы думаете? Мы выгрузились, приехали на эту остановку, и единственная парковка прям как будто для нас была доступна для парковки. То есть Всевышний очень милостив и снова нам помог. Ну, как говорят, на Бога надейся, но сам не оплошай. Это действительно так. Самому или же самой нужно стараться в этой жизни, чтобы, если где-то надо, Всевышний мог послать кого-то с помощью. Мои дорогие, благодарю за просмотр моего видео. Живите с Богом, будьте здоровы и счастливы. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, распространять это видео. Если кто-то еще не подписался на мой YouTube канал, пожалуйста, подписывайтесь. Всем всего доброго. С вами была Эльвира из Америки. Пагалами юлташлак. Мод кощот гутао видеом ончумаланда. Лайком шандашидамонда видеом шарза. Кейшей моин YouTube каналашкин возалтын оғылкын, пожалуйста, возалса. Юмадене прляп порын илыза. Тендантене Эльвира Попова Кугуракша, але Гамильтон, Америка Гичлин.